Но я знаю, что несколько лет назад ты подавался на Евровидение. Да. Ты отправлял С официальную корпорацией заявку. «Желтый асфальт» мы отправляли песню на татарском языке. Да. Как Которую ты написал. Зарубежный язык. Но вас не... Она даже не дошла там до нужных каких-то инстанций, она просто где-то зависла. Это было понятно, что это была такая бравада, шутка. Ты из Евровидение. Татарстана? Да, Из рабочего поселка Алексеевский. из рабочего поселка, да, Алексеевск. Где ты, собственно, закончил школу, и даже в Казани ты поступил сначала Где в я закончил театральный. школу, и там я начал заниматься музыкой в студии «Сад». Но потом, когда ты приехал из этого рабочего поселка, приехал в Москву. В Казань. Нет, сначала в проучился Казань, 2 да, а года. потом в Москву. Потом в Москву. Но что тебя больше всего вначале в Москве удивляло? Что было Цены. самое... Цены. Цены на мороженое. 50 рублей стоило мороженое. В моем поселке мороженое «Эскимо» на палочке стоит 6,85. Да? 6,85. То есть ты приходишь и можешь как бы поискать. Когда я приехал в Москву первый раз, в ГУМ, я пришел, и я спросил, сколько стоит мороженое «Эскимо». Ну, потому ты что нашел, по куда проде- приходить. Ну, понимаешь, ты прости. сразу в ГУМ Ну, пришел. все же говорят, в ГУМе, Фонтан, все это понятно. известная тема. Я пришел, мне говорят, 50 рублей. Ну, у метро Щукинская, я думаю, все-таки подешевле. можно было Но взять. меня-то засунули в ГУМ, поэтому иди, посмотри, как, ну... К чему было все И равно я- больше всего, сложнее всего привыкнуть? К чему ты дольше всего в Москве привыкал после маленького поселка? Не торты, а торты. А, ну, Вот это таким. вот. Да. И это мелочам дико таким. бесило просто. Ну и серию. И ну и серии там, что ты все время сублимируешь? Что это такое? Вот это, вот, знаешь, типа, ну это аморально, ребят. Можно, что такое аморально? Вот такие вот штуки. Но тебе приходилось как-то себя перестраивать, то, что там в рабочем поселке тебе нужно было быть более жестким, драться, ты приехал в Москву, и это как-то все поменялось, растворилось, и Да, на внутри самом тебе приходилось деле, становиться мягче. Ну, если больше продраться, если в поселке больше требовалась какая-то, допустим, физика, то здесь, наверное, другое. Тут уже как бы больше драка, наверное, с самим собой. Потому что, разобравшись в себе, ты перестанешь хамить, ты перестанешь вредить, ты перестанешь быть невежей и станешь более ценно относиться к людям, а значит, ценно относиться к жизни. И этому меня научила Москва. Это не означает, что в поселке этого нет, потому что там объясняется все это по-другому, более в лоб.